Всем доброго утра и хорошего настроения. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. А это программа «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. И сегодня, конечно, мы по традиции постараемся сделать ваше утро по-настоящему энергичным, бодрым и подготовим вас к новому рабочему дню. А еще предложим массу полезных новостей и то, что можно обсудить всей семьей. Рубрики на любой возраст и любое хорошее настроение. Но прямо сейчас делимся новостями, конечно, о погоде, чтобы вы знали, что же надеть, когда вы будете выходить на улицу. Итак, в центральных районах -3, -21, в Заречной группе +1, -16, южных 8-18 ниже 0, в Вилюйской группе 8-25 градусов холода, в Нижнеленских -7, -20, в западных -8, -24, в Колымо-Индигирской группе Улусов 5-28 ниже 0, в Янских -13, -30, на северо-западе 15-30 градусов холода. В Якутске в 6 часов температура составила 13 градусов ниже 0, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Штиль, ветра нет, красота. Сегодня днем небольшой снег в Якутске, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Ну а температура составит -1, -3 градуса. Весна. Ну что, сейчас мы узнали, какая погода за окном. Ну а прямо далее мы, конечно, предлагаем вам узнать, какие новости произошли к этому часу. Приветствую, коллеги, телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Ледоход на реке Лени в Якутии в этом году ожидается раньше многолетних сроков на 3-5 дней, предварительно 12-16 мая. Более точный прогноз предоставят после 15 апреля. Об этом говорится в прогнозах якутского УГМС. Толщина льда на реке Лени сейчас меньше аналогичных показателей прошлого года. Возле Якутска на 10 марта она составила 109 сантиметров при норме в 117 сантиметров. На участке в Хангаласском районе лед толще нормы на 30 сантиметров. Как прокомментировал заведующий лабораторией по изучению климата и экосистем северных регионов СВФУ Никита Тананаев, в последние годы зимы в Якутии становятся мягче, средняя температура выше. Но сказать, как это повлияет на возникновение заторов, сложно. На процесс влияет множество факторов. В Якутии с помощью мессенджера Макс закрыто более 7300 больничных листов. Для этого гражданину не нужно приходить в медицинское учреждение. Достаточно просто подключиться к онлайн-консультации с врачом в национальном мессенджере. Пользователь получит уведомление о готовности документов в чат-боте госуслуги в Макс. Также через мессенджер в Якутии осуществлено около 48 тысяч записей на прием к врачу и более 20 тысяч записей на телемедицинскую консультацию. Ежегодно Якутский республиканский онкологический диспансер проводит свыше 1000 операций. Одним из распространенных видов злокачественных новообразований считается опухоль молочной железы. На ее долю приходится четверть всех выявленных случаев. Врачи онкодиспансера проводят операции как по удалению раковых образований, так и по реконструкции мамарного органа. В среднем хирургическое вмешательство занимает около 2 часов и сопровождается не только вырезанием опухоли, но и параллельным взятием клеток на биопсию. Основную часть занимает опухоли молочной железы. В год примерно 200 с лишним человек с раком молочной железы у нас проходит. Основной упор мы делаем на органосохраняющие операции. Это когда в опухоли молочной железы оставляется сам орган, то есть молочная железа, удаляется опухоль и делается реконструкция молочной железы. Благодаря такой методике пациенты легче переносят операцию, как и физически, так и эмоционально, психологически, можно сказать. Сотрудники, страдающие сезонной аллергией, должны иметь возможность уходить во внеочередной оплачиваемый отпуск. С таким заявлением выступил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, если такую возможность реализовать не удастся, работников с выраженными симптомами аллергии нужно переводить на дистанционный формат работы. Для этого у гражданина должно быть медицинское заключение и возможность выполнять обязанности удаленно. Как отметил парламентарий, данные меры
меры помогут людям легче переносить период активного цветения и проживать его без ущерба для трудовой и личной жизни. В Верхневилюйск прибыл вездеход «Бурлак» Главного управления МЧС для поездки в населенный пункт Тобуя с особой миссией. Цель и задача данной миссии – это организация коротковолновой радиосвязи на зимнике Верхневилюйск-Тобуя. При любых чрезвычайных ситуациях очень много зависит от спутниковой связи. В случае ее отключения необходимо иметь запасные варианты. Проект по инициативе Ан Михаила поддержали, и сегодня команда выехала ставить антенны для раций. Если этот пилотный проект будет иметь успех, то откроются новые возможности для отдаленно проживающих жителей республики. Много электропомех от ЛЭП, от трансформаторов и так далее. Поэтому мы привезли сюда специалистов. Из Москвы приехал один из ведущих радиоконструкторов, на месте оценить ситуацию и как сделать так, чтобы в ИДДС Улуса могло принимать радиосигналы с любого участка в районе. Сегодня среда, на календаре 18 марта. Какие знаменательные события, связанные с этой датой, нам расскажет далее рубрика «Даты и события». На календаре 18 марта. Сегодня день воссоединения Крыма с Россией. По народному календарю Конан Огородник. В день Конана на Руси было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. С этого дня утренники, весенние морозы, что случается до восхода солнца, становились все легче. По народному поверью, после Конана их всегда бывает 40. Этот день в истории. В 1661 году, 18 марта, в Париже начала действовать первая служба общественного транспорта. В 1871 году в этот день во Франции провозглашена Парижская коммуна. В 1931 году началось производство первых электрических бритв. А в 1965 году в этот день совершен первый в истории выход человека в открытый космос. В этот день родились Мари Мадлен де Лафайет, французская писательница; Николай Римский-Корсаков, русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель; Рудольф Дизель, немецкий инженер, изобретатель, создатель дизельного двигателя; Николай Бердяев, русский религиозный философ, публицист; Борис Грачевский, советский российский кинорежиссер и сценарист. Также в этот день увидел свет Алексей Ягудин, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня отмечают Андриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай и Федор. И какое же утро без гимнастики или разминки? Но нашу сегодняшнюю утреннюю разминку можно сделать даже сидя за кухонным столом. Относится она к японской технике гуро и позволит вам уменьшить межбровные заломы, чтобы ваше лицо в течение рабочего дня излучало только доброту. Доброе утро! Сегодня я расскажу и покажу, как можно избавиться от межбровных заломов. И в этом вам поможет японская техника гуро. Берем, где у нас межбровный залом, большим и указательным пальцем захватываем с обеих сторон вот таким вот образом, да, и оттягиваем друг от друга. Вот таким вот образом. От центра к периферии. Сделали несколько раз. Здесь вы можете почувствовать болевые ощущения. Это нормально, потому что вы всегда делаете вот такие вот движения, да, сморщиваете именно бровь. Вот эту вот область мы максимально должны расслабить. Также второе. Берем по отдельности, берем тоже большой и указательный палец и ставим и обхватываем большой такой валик именно на начало, где у нас бровки начинаются, да, оттянули и делаем вот такую вот галочку. Вверх поднимаем, тоже почувствуйте болевые ощущения, и таким вот образом наши мышцы становятся эластичными. Также с другой стороны обхватили именно где у нас начало бровок и делаем вот такие вот движения вверх. Очень хорошее упражнение, которое способствует расслаблению этой зоны.
Третье. Берем указательный палец и фалангом, получается, пальцев, указательных пальцев мы делаем вот такие вот разминающие движения от центра к верху. Если вы почувствуете, что у вас устает именно задняя поверхность шеи, вы можете немножко наклонить голову вперед и делать вот такие вот упражнения. И разглаживаете именно межбровный залом. Делайте в течение 1 минуты. Выполняя эти упражнения по японской технике ГУРО, вы всегда будете красивы и подтянуты. До новых встреч! Еще в 2013 году в Центре «Мои документы» Якутии стартовал пилотный проект по внедрению бесплатной правовой помощи социально незащищенным категориям населения, который сегодня работает на постоянной основе. И об этом подробнее поговорим с нашим гостем. У нас в гостях Айтал Ефимов, юрисконсульт Центра «Мои документы». Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Давайте сразу обозначим круг граждан, которым такая помощь пригодится и, возможно, будет оказана. Так, такая бесплатная юридическая помощь людям с определенными льготными условиями. Например, это могут быть малоимущие, инвалиды 1, 2, 3 группы, участники семьи специальной военной операции, малоимущие. То есть это все закреплено федеральным законом о бесплатной юридической помощи Российской Федерации. Чтобы получить эти услуги, какие документы требуются? Так, самый основной документ — это документ, удостоверяющий личность. Например, это паспорт Российской Федерации. Также, если приходит представитель, то нужна какая-нибудь доверенность, либо нотариальная, либо простой, в письменной форме. Также все документы по интересующим вопросам. И справка, которая удостоверяет то, что есть льготная категория. Например, это справка МСЭ, такая розовая. А по каким жизненным ситуациям чаще всего обращаются? Очень много. Все по-разному. Например, чаще всего приходит по взысканию алиментов, по жилищным вопросам. Если по договору социального найма что-то произошло, если дом признали аварийным, а новый дом не могут выделить, выделение квартир детям-сиротам. Очень много вопросов. У всех разные вопросы, и нужно все это выяснять. Люди даже сами не могут понять, какой вопрос их интересует, и нужно более подробно все спрашивать у наших граждан. То есть специалист МФЦ еще может помочь дополнительными вопросами? Да, конечно. Да. Например, человек не относится к льготным категориям. Может ли он получить юридическую помощь в МФЦ? Да. У нас есть платные юридические услуги в Центре «Мои документы». Это для всех граждан, но по определенным только гражданским вопросам, то есть административно-уголовные мы не разбираем. А по всем остальным, все граждане могут к нам обращаться. У нас вторник, среда, четверг с 9 до 5 есть окно платного юриста по всем вопросам. То есть можно проконсультироваться, как раз собрать документы. Да, составить иски, заявления и также консультации. Например, если гражданин подходит под одну из категорий, можно, допустим, нашим телезрителям сказать, куда можно обращаться. Еще раз такой в виде итога. Получается, можно обращаться в Якутске, либо в Нерюнгри, в самом Центре «Мои документы», либо через стойку администратора, через сайт МФЦ САХА, через колл-центр наш, региональный центр технического телефонного обслуживания, можно записаться. Либо по живой очереди также И если, получается, ему нужно, он доказывает, что он является льготной категорией, ему соответствующее удостоверение, нужно будет? Да, конечно. То есть удостоверение, доверенности, паспорта берем с собой? Обязательно, все в оригинале должно быть. Скажите, а это пилотный проект или уже люди обращаются уже с какими-то вопросами? Да, люди обращаются со всеми вопросами, и каждый день приходят, всем стараемся помочь. Не знаю, людям, я надеюсь, очень нравится то, что у нас есть в Якутии именно бесплатная юридическая помощь для именно граждан, которые больше всего не защищены. Государство именно такую помощь оказывает им. Спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов. Надеемся, что, конечно, каждому человеку будет оказана нужная юридическая помощь. Хорошая юридическая помощь. Главное, своевременно. Теперь не знают, куда обращаться. Да, конечно. Спасибо вам тоже большое.
Но говорят, что знание – сила, но когда дело касается нашего здоровья, знание – это еще и годы жизни. Мы привыкли думать, что гены – это приговор, который нельзя изменить. А что, если мы скажем вам, что, заглянув в свое генетическое досье, можно не только узнать о скрытых рисках, но и предотвратить болезнь до того, как она появится? Кому необходимо обратиться к генетику еще до планирования беременности, а кому после 40 лет, и могут ли анализы ДНК предсказать, какое лекарство вам не подойдет, нам расскажет наша рубрика «Мой доктор». Доброе утро! Когда стоит обратиться к генетику? Многие думают, что генетик – это врач для редких и сложных случаев. На самом деле консультация этого специалиста может быть полезна и даже необходима на разных этапах жизни. Давайте разберем ключевые ситуации. Во-первых, самое важное – это планирование семьи. Обратиться стоит до беременности, если у вас, вашего партнера или близких родственников есть диагностированное наследственное заболевание, например, муковисцидоз, миодистрофия, гемофилия. Если в семье были случаи мертворождения, невынашивания беременности или рождения ребенка с пороками развития. При кровнородственных браках. Во-вторых, поводом для обращения являются вопросы, возникающие уже во время беременности. Если будущей маме 35 лет и более, это повышает риск хромосомных аномалий, и консультация генетика поможет выбрать оптимальный метод диагностики. При выявлении отклонений на пренатальном скрининге, это при анализе крови матери или на УЗИ-маркерах хромосомных патологий, задержки развития, пороки органов, генетик объяснит результаты и предложит путь для уточнения диагноза. В-третьих, то, что касается здоровья детей. Если у новорожденного или ребенка более старшего возраста есть врожденные пороки сердца, нервной системы, конечностей, особенности внешнего строения, необычные нарушения обмена веществ, выраженная задержка психомоторного или речевого развития, аутизм. Когда педиатру сложно поставить однозначный диагноз, а симптомы не укладываются в классическую картину болезни. И, наконец, для вашего личного здоровья и профилактики. Если в семье, особенно у близких родственников, в нескольких поколениях были повторные случаи онкологических заболеваний, рака молочной железы, яичников, кишечника, меланома, ранних инфарктов или инсультов, внезапных смертей в молодом возрасте, тоже необходимо обратиться к генетику. При подозрении на наследственную патологию взрослого, например, нейродегенеративные заболевания, наследственные формы деменции, кардиомиопатии. Помните, генетик не пророк неутешительных прогнозов, это специалист, который проводит тщательный анализ семейной истории, назначает своевременно генетические тесты и, самое главное, интерпретирует их результаты. Он дает вам знания о рисках, которые позволяют принять обоснованное решение о здоровье, планировать беременность, вовремя проходить профилактические осмотры и в конечном счете сохранить здоровье своей семьи. Будьте здоровы! Во всех отраслях есть свои легенды. Далее мы познакомим вас с человеком-легендой Виктором Чернявским. За его плечами десятилетия работы эпидемиологом, борьба за здоровье людей и высокое звание заслуженного врача Российской Федерации. Наша съемочная группа встретилась с ним в окружении бумажных свидетельств большой насыщенной жизни. О том, как удается совмещать строгую науку и лирику, лечить тело и трогать душу. А главное, оставаться в здравии в 85 лет. В сюжете Катерины Винокуровой. Родничок, ручеек, речка родства, я пришел к тебе окунуться в детство. За рабочим столом Виктор Федорович Чернявский. А многочисленные сборники, статьи и книги перед нами – автопортрет нашего героя. Но несмотря на кажущийся хаос, здесь царит гармония. Потому что для заслуженного врача-эпидемиолога и поэта спасать жизнь и дарить ей рифму – просто две стороны одной медали. Как хорошо, что я в свое время успеваю написать при жизни посвящение людям, которые сами читают добрые слова, посвященные в их адрес. А с медицинской точки зрения это доброе слово адресату продляет жизнь как минимум на 4, 5, 7 лет.
Вот что значит доброе слово, вот что значит добрый поступок, доброе действие. Виктор Федорович всю жизнь посвятил медицине. Его труды на площадках природных очагов опасных для человека заболеваний укомплектованы в научных публикациях. «Душа обязана трудиться», — говорит наш герой. Трудился с детства, всю жизнь и трудится по сей день. А в этом году настоящему патриоту Якутии, родом из Кузбасса, 85 лет. И за что бы ни взялся человек, даже самое, казалось бы, простое дело, он всегда пожинает плоды во благо Якутии и страны. Здесь опубликовано произведение «Сказание о земле якутской». Содержание заинтересовало композитора, переводчика. Переводчик Афанасий Гуринов перевел на якутский язык, а композитор Владимир Васильевич Ксенофонтов написал ораторию мощную на 40, на симфонический оркестр, на 10 голосов, 40 музыкальных инструментов. И мы надеемся, что эта оратория, этот весьма важный культурологический продукт будет реализован на сценах якутских театров. В свое время внучке понадобилось собирать гербарий, пройти практику. Что? Меня осенило. И на своих 14 сотках, 7-й километр Сергеляцкого шоссе, не выходя за пределы участка, я уже 4-й год собираю гербарий. И мы эти работы публикуем на научных конференциях. Но и насекомых собираем. А насекомые-то, они тоже. Если раньше не было чего-то, то сейчас в связи с потеплением климата есть и клещ появился, и уже 4 улуса района Якутии объявлены эндемичными в отношении клещевого энцефалита. Вот так вот. Казалось бы, короткая практика, но когда даже к маленькому делу относишься с большим вниманием, то получишь вознаграждение. И оно оказалось на самом высоком уровне, вплоть до законодательной практики на российском и, разумеется, будет востребовано на республиканском уровне. Мне повезло жить среди замечательных людей, и что я вписался в якутскую семью, признается Виктор Федорович. Среди его многочисленных литературных материалов известные якутяне: народный поэт Семен Руфов, журналист Леонид Левин, заслуженный артист Валерий Касаткин, Ильдар-хан Айсен Николаев и первый президент республики Михаил Николаев. Ему посвящено около десятка, а может быть и больше, добрых слов. И он при встрече, мы были с ним рукопожатыми, спрашивал: пишешь? Пишу. И главное, среди этих скромных изданий ни в одном не было тавтологии. Почему? Да потому что этот герой был настолько многообразен, настолько многогранный, настолько сложный и содержательный, что мне не нужно было ничего придумывать. Писал его портрет построчно, с натуры. Хранить память о людях, трудиться, творить добро, стремиться к здоровому разуму и образу жизни, жить согласно собственным убеждениям, ценностям и уникальному пути. Вот главные составляющие в жизни любого человека и секрет долголетия от Виктора Федоровича. Прежде всего, добрый настрой – это душевное равновесие. Нужно гасить стрессы в самом себе, но не избегать, а решать их. Потому что он все равно, если какая-то проблема возникает, ее рано или поздно все равно нужно будет решить. Но ее решать нужно оперативно, спокойно, без
огромных психологических срывов и напряжений, а тем более перенапряжений. Поэтому здоровье – это природа и сам себе хозяин. Не надо вредных привычек. Твори добро, и все будет хорошо, и будет долголетие. Желаем нашему герою, чтобы его новое литературное творение в ближайшее время увидело свет. А доброта и невероятная энергия заряжала еще на долгие-долгие годы. Катерина Винокурова, Аэлита Махно, Якутск. С этого года в России стартовал эксперимент, который напрямую касается миллионов самозанятых граждан. В 2026 году у них впервые появилась возможность получать выплаты по болезни. Насколько это востребовано, как работает новый механизм и кто уже успел им воспользоваться в Якутии, нам расскажет Мария Мигалкина, заместитель начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. С 2026 года расширилась социальная поддержка для самозанятых. Теперь они могут получать оплачиваемый больничный. Вот каким образом введено нововведение, с какого срока будут получать и что для этого необходимо? Да, действительно, с 1 января 2026 года расширилась социальная поддержка для самозанятых. Вступил в силу 456 федеральный закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Значит, кто является участниками? Да? Это физические лица, применяющие специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, также Фонд пенсионного социального страхования Российской Федерации и налоговые органы. Страховые случаи. Здесь у нас идет утрата трудоспособности по болезни и травме, также уход за больным членом семьи, в том числе за больным ребенком, карантин застрахованного лица и ребенка до 7 лет. Также у нас осуществляется протезирование по медицинским показаниям в стационаре и лечение в санатории после выписки из стационара. Здесь важно отметить, что пособие по беременности и родам, единовременная выплата на рождение ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплате не подлежат. Но все-таки есть какие-то ограничения? Ограничения есть, да. И важно страховые взносы выплачивать в течение 6 месяцев непрерывно. Как самозанятые могут вступить в эту программу? Самозанятые подают заявление через приложение «Мой налог», также через госуслуги, либо бумажно в клиентские службы отделения социального фонда. Ну, как будто бы все просто. Да. Скажите, а размер, допустим, взноса для самозанятых, он какой? Размер зависит от выбранной страховой суммы. Это 35 тысяч, либо 50 тысяч. Если выбираем 35 тысяч рублей, страховой взнос составит 1344 рубля в месяц. Если выбирают 50 тысяч страховую сумму, взнос составит 1920 рублей в месяц. Не глобальная разница. А как рассчитывается пособие в зависимости от периода уплаты взносов? Здесь период уплаты застрахованные лица могут уплатить как за 6 месяцев разово, либо ежемесячно, либо могут уплатить за 12 месяцев. От этого тоже зависит расчет пособия. То есть, если они оплачивают 6 месяцев непрерывно, в расчет берется от страховой суммы 70%. Если уплачивают 12 месяцев, то здесь берется от страховой суммы сразу 100%. Далее также зависит от стажа застрахованного лица, а также зависит от дней болезни. И в расчет берем, конечно, календарные дни. То есть, получается, если в январе, допустим, самозанятые обратились и оплатили за весь год вперед, то, в общем-то, сейчас уже с августа месяца будут иметь на выплату. Да, если вступили в январе, страховые взносы выплачиваются в следующем месяце, то есть с февраля. И, естественно, право наступит у них только с 1 августа этого года. Скажите, а с начала года сколько самозанятых уже оформили выплату? С начала года на текущий день зарегистрировалось 87 самозанятых. 87? 87. Интересно, что не так много, да? Ну, сейчас побольше будет, наверное, да? Не все, наверное, просто еще знают.
Вы упоминали, что данная программа носит экспериментальный характер. Как долго будет действовать данный эксперимент и что будет влиять, на ваш, естественно, взгляд, будет ли это на постоянной основе? Данный эксперимент пока со сроком с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года. Мгм. Ну и куда наши телезрители могут обратиться за дополнительной информацией? За дополнительной информацией самозанятые могут обратиться в горячую линию страхователей по номеру телефона 319 129. Спасибо большое. Я думаю, что много теперь людей задумываются о том, что это необходимо, и обязательно обратятся. Спасибо. Спасибо. Ну, говорят, что талантливые люди талантливы во всем, но что, если этому человеку всего 5 лет, а он уже готов выйти на сцену и прочесть Бородино, так что у вас побегут мурашки? В Алдане прошел районный поэтический конкурс среди дошкольников. Самые юные артисты, которые еще даже не ходят в школу, соревновались в искусстве художественного слова. Как справились с волнением самые маленькие артисты, узнаем в следующем сюжете. Чудно переплетались стихотворные строки о красоте и щедрости природы, о дружбе народов и о любви к родному краю. Под легкий шелест с книжных страниц сходили красные девицы, храбрые молодцы и отважные герои. Через слово к миру и согласию. Под таким названием прошел районный конкурс чтецов «Живая классика» среди дошколят. Одной из площадок его проведения стал детский сад «Журавлик» поселка Нижний Куранах. Конкурс начался же со школьников, да? А мы в 2015 году подумали, почему бы нам среди дошколят не провести, не организовать такой же конкурс. И вот организовали, и уже больше 10 лет, да, он с успехом идет на разных площадках, и количество детей с каждым годом все растет. Сначала было где-то 20, сейчас уже 40 детей, и уже второй год мы читаем семейное чтение. У нас есть такая номинация замечательная с родителями, с мамочками, с папочками. В 2026-м ключевые темы живой классики среди дошколят были посвящены Году единства народов и Году дошкольного образования. Каждое выступление становилось ярким и эмоциональным спектаклем. В очарование и волшебство поэзии слушатели погружались без остатка. Природа – это самый лучший друг. Не обижай ее и не губи. Родную землю сердцем возлюби. Чтецы чувствовали себя вполне уверенно, а вот их педагоги волновались куда больше. Мы приготовили стихотворение «Ром». Как называется стихотворение? Стихотворение «С любовью к миру». Автор? Автор Лариса Кувшинова. Вот, старался, да, Ромочка? Старались, готовились. Как ты стихотворение рассказываешь? С душой. С душой. Будем рассказывать стихотворение с душой. Мы выучили стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». Мы в детском саду часто детям задаем стихотворение, заучивание. И проводим ежегодно в детском саду тоже живую классику. Все дети участвуют, учат на венгийском языке, и на якутском, и на русском. Нас встретил северный Аврор, звездою севера явись. В исполнении маленьких артистов звучали как известные не одному поколению строки, так и авторские произведения. Воспитанница «Журавлика» Таисия Пикалова познакомила слушателей со стихотворением своего воспитателя Валентины Бектимировой. Единственная сила России, единственная энергия души. Народа нет в мире счастливей, все те, кто в России живут. И счастлив удмурт и татарин. Начали учить стих с середины января. Потихоньку брала на свободное время на изучение. Потихонечку учили. Она молодец, хорошо запоминает, артистичная. Всего в конкурсе на суд жюри мастерство представили более 40 участников. Большинство чтецов выступали в очном туре. В дистанционном формате любимые произведения читали воспитанники детских садов отдаленных поселков, а также семьи. Определив тройку победителей, судьи отметили таланты всех артистов в различных номинациях. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах.
Ну, мне кажется, что по-прежнему методики лучше, чем заучивание стихов, не нашли. То есть это и развитие памяти, развитие умения говорить, выступать на сцене, еще артистизм. Мальчик просто производит неизгладимое впечатление. Да, конечно, я думаю, что большой вклад в развитие, ну, особенно в детском возрасте, когда учишь стихи, это и, во-первых, словарный запас у тебя увеличивается, ну и в целом память. Вот сейчас бы попробуй вот так вот выучить стихотворение хотя бы. Нет, на сейчас 2 же страницы. попробуй найти время, чтобы начать учить стихотворение. Да, абсолютно Но согласен. по-прежнему, кстати, дома есть томики любимых стихов. Например, Осадова я очень люблю. Вот даже сейчас задумалась о том, что нужно добраться наконец-то и что-нибудь почитать. Но вообще нам иногда кажется, что вот все это где-то далеко, да, история, поэзия, что это хранящееся в архивах, под стеклом, но на самом деле оно повсюду вокруг нас и нас окружает. Человеческие судьбы, радости и трагедии, великие открытия и тихие семейные истории. Все это можно разглядеть в облике города, если быть внимательным. И прямо сейчас мы отправимся прогуляться по истории одного из переулков города Якутска. Здравствуйте! В эфире рубрика «Моя улица». Сегодня мы в самом сердце старого Якутска, в месте, которое хранит память о том, каким он был 2 века назад. Название у этого места говорящее – «Глухой переулок». Оно звучит как загадка, но на самом деле честное описание географии и уникальная весточка из позапрошлого века. Это место существовало здесь еще до революции. Переулок начинался от Николо-Преображенской улицы, но уперся в большой дом и двор чиновника Климовского. А дальше пути не было, так и стал он глухим, тупиковым. Здесь, в глухом переулке, жила Лыскова. Ее дочь, Евдокия Ивановна, вышла замуж за человека, чье имя сегодня знает каждый якутянин – Алексея Елисеевича Кулаковского, великого поэта и просветителя. Позже их дворовый участок перешел во владение Иванова, а рядом стоял большой дом купца Кондакова. Именно здесь, в глухом переулке, в первом здании слева отбывал ссылку Александр Бестужев-Марлинский. Купеческая, дворянская, интеллигентная кровь – все смешалось в этом маленьком переулке. Главное сокровище глухого переулка – дом номер 3, соляная лавка, построенная в 1826 году купцом Мигалкиным, почти 2 века назад. Наверху, в помещении с маленькими оконцами, соль просушивали, а внизу торговали. Потому здание и получило такое выразительное собственное имя. Оно не отличалось изяществом форм. В 2006 году здание воссоздали по первоначальному проекту, сохранив память места, его дух, его историю. Соляная лавка сегодня – это уникальная жемчужина старого центра. Глухой переулок сегодня – это уютный и тихий уголок. Здесь нет высоток и широких проспектов. Здесь другая ценность – атмосфера старого Якутска, которую бережно сохраняют среди современной застройки. Глухой переулок – это живая нить, связывающая нас с XIX веком. Место, где некогда жили купцы и декабристы, поэты и чиновники. И современные дома, в которых кипит обычная жизнь. Где тупик оказывается выходом в прошлое, а одновременно и частью настоящего. Над рубрикой работала киностудия ЕГЛ. Ну а мы, в свою очередь, благодарим учеников Якутского городского лицея, которому в этом году, кстати, исполнилось 35 лет. Поэтому поздравляю свою родную школу. Ну, тебя тоже поздравляем как выпускника, ну и, конечно, учеников, которые сейчас там учатся и представляют вот такие замечательные видеосюжеты. Ну а далее мы хотим вас познакомить с одним милым корги, который, несмотря на свой декоративный вид, несет настоящую службу и помогает выявлять особо опасных преступников. Пушистый пес с любопытством виляет хвостом и обнюхивает банки в рамках тренировочного задания. В Алтайском крае это единственный корги полицейский. Мы вот решили попробовать данную породу для себя, посмотреть, как она будет в лабораторных условиях, как поведет себя данная порода. И
пока он себя рекомендует хорошо. Если в последующем будет все так же и нам понравится, мы заведем еще одну собаку корги. Сотрудник полиции добавил, что обучение питомца начинается с постепенной адаптации к помещению, где проводятся экспертизы. Затем четвероногий приступает к работе. Ищут они запаховые следы с объектов-носителей. Объекты-носители у нас выступают различные. Это ножи, палки, оплетки от рулей, чехлы от рулей. То есть объекты бывают различные. Они нюхают не сам объект, они именно нюхают собранный с него запаховый след. Среди многообразия они находят то, что им задали на старте. То есть в ряду у них будут, соответственно, встречаться те же самые оплетки, только лица будут не причастны к происшествию. И среди многообразия они будут искать то, что им задали на старте. Если человек контактировал с данным объектом, то собака его найдет с большой вероятностью. Так должно подтвердить друг друга 3 собаки. Полицейский рассказал, что хвостатый сотрудник получил кличку «Рыжий». Пес отличается доброжелательностью к людям и другим животным, любит хорошо поесть и поиграть с мячиком. Он такой милый песик, да. Кстати, у нас в Якутске тоже есть такое же отделение, подразделение. Называется этот метод альфакторная экспертиза. Мы снимали испытывал на себе на эту тему. И там тоже достаточно интересные представители. Все собачки такие разные. И даже как бы на них глядя, не скажешь, что они прямо выявляют особо опасных преступников. Потому что этот метод очень интересный. Даже, например, прошло очень много времени, если, да, то благодаря вот выявлению вот этих запаховых следов, если 3, как было сказано, 3 песика, допустим, подтвердили во время этой экспертизы, то это приравнивается практически как анализ ДНК. Обалдеть. То есть доказательная база. Вот такие вот маленькие миленькие песики могут стать свидетелями, получается, и учеными, которые подтверждают как экспертиза. Да, метод очень интересный. Ну, очень интересно, и очень здорово, что все развивается, и что можно увидеть, что наши братья меньшие вот так вот хорошо помогают нам в разных направлениях. Но прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем рассказывать актуальные новости к этому часу. В школьном курсе «Разговоры о важном» могут появиться занятия, посвященные правильному обращению с животными и защите от их нападений. Помимо этого, директорам школ могут добавить полномочий, чтобы они смогли обезопасить территорию образовательной организации от бродячих собак. Соответствующее предложение сформулировали в Госдуме. Мера призвана обезопасить школьников от нападений животных, которые неоднократно происходят вблизи учебных заведений. С начала года в Якутии отловили 447 бродячих собак, из них 266 в столице республики. За это время было составлено 77 административных протоколов на владельцев, нарушивших правила содержания домашних животных. 17 марта стало возможным подготовить черновик заявлений для записи детей в первый класс. Приемная кампания по зачислению детей в первый класс в Якутии начнется 1 апреля в 9:00 по местному времени. Подать заявление родители смогут через портал госуслуг. Напомним, что приемная кампания в Якутии пройдет в 2 этапа – с 1 по 30 апреля и с 6 июля по 5 сентября. На первом этапе заявление принимается от родителей детей, которые проживают на закрепленной за школой территории, а также от семей, имеющих преимущественное право на зачисление. На втором этапе принимаются заявления независимо от места проживания ребенка на свободные места. В Усть-Алданском улусе участники СВО и члены их семей получили ответы на соответствующие вопросы. Для консультации Комитет семей воинов Отечества Якутии организовал проект «Права мобиля. Час к СВО». Выездная бригада с представителями военного комиссариата, Министерств труда, соцзащиты, здравоохранения, образования, а также специалисты Социального фонда России в течение дня работали с населением района. Данный проект работает в Заречном гусар. Участники специальной военной операции и члены семей, нуждающиеся в правовой помощи. Сегодня все члены семей и участники СВО принимают активное участие.
В Якутии проходит 11-й региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс». Соревнования проходят на 19 площадках по 72 компетенциям, из которых 20 введены впервые в этом году. Среди них нейросетевое искусство, макраме и другие. Участниками чемпионата стали более 420 конкурсантов и специалистов. Одним из первых этапов стало проведение мастер-классов, где сами же участники продемонстрировали студентам медколледжа свои умения. Итоги чемпионата будут проведены 25 марта. Конечно же, это большая возможность проявить для них свои навыки и профессиональное мастерство, но также это развитие их профессиональных компетенций, а также возможность участия в таком большом чемпионате. Их оценивают индустриальные эксперты и плюс эксперты образовательных организаций, которые являются мастерами чемпионатного движения. Также главные эксперты, которые прошли обучение на регионального эксперта, которые могут проводить чемпионат соревновательные площадки на нашей республике. Такими были новости этого утра. Всего хорошего и встретимся в эфире. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир и переходим к одной очень хорошей новости. В Сербии завершилось первенство Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Якутская спортсменка Александра Копылова в весовой категории до 50 килограмм пробилась в финал, одержав 2 уверенные победы. Сначала над соперницей из Беларуси 10-0, а затем в полуфинале над турчанкой, которая была призером прошлых первенств. О том, какие эмоции остались после чемпионата и о будущих целях, нам расскажут сама Александра и Ким Кимович Колодезников, старший тренер сборной республики по женской борьбе. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно, хочется поздравить с такими достижениями ваших спортсменов, ну и вас с таким успехом, потому что всегда это огромное переживание. И получить медаль — это прекрасно, но серебряную медаль еще лучше. Спасибо. Это целый такой большой-большой путь. Александра, вот какие эмоции остались от чемпионата? Эмоции от чемпионата были смешанными. От радости побед и поражения, горечи поражения. Ну, то есть серебряная Хотелось медаль. бы золото. Хотелось бы золото. Да, Сильно чуть переживала? не хватило. Да. Но что было самым накалом страстей, что было сложным на пути именно к финалу? Поединок с турчанкой. Самый сложный, да? Да. То есть я правильно понял, что турчанка, она победительница прошлых соревнований? То есть это чемпионка, получается? Призерка мира. Призерка мира. Ага. Ким Кимович, скажите, вот над чем сейчас работаете на тренировках и вообще вот тоже ваши впечатления? Ну, у нас соревнования прошли, мы уже давно первый раз выступаем в этой возрастной группе первенства Европы. И первый раз у нас в истории серебряная медаль первенства Европы. Также сейчас у нас дальше первенство России до 24 лет и чемпионат России. Это мы в апреле и в мае уже 2 больших старта. От первенства России до 24 отбор идет на первенство мира. Опять же, вот по этому возрасту. И этот чемпионат уже у нас взрослые женщины. Тоже. Вот мы сейчас, пока Саша отдыхает, потом мы уже начнем готовиться к этим соревнованиям. А вот вообще вот на вашем опыте после подобных соревнований, достаточно-таки напряженные, да, соревнования, вот сколько спортсмену нужно времени, чтобы восстановиться? Да. Вот всегда было интересно. Видите, это тоже индивидуально. Например, вот Саша после этих соревнований температурила вчера. Уже также восстановительный момент дольше будет. Обычно 4-5 дней. Вот. А мы сейчас уже продлевать будем, чтобы подтянуть наше здоровье. 4-5 дней на самом деле не это так много. Это очень мало, да. Да, я думал, там месяц, может быть. Мы там опять же потихоньку начинаем с ОФП. И в конце двухразовой тренировки через 4-5 дней опять же пускаем. Там же очень строго, то есть, вот, допустим, весовая категория, надо ее, то есть ты сгоняла вес или, наоборот, набирала, вот что было? Нет, у меня не довес, наоборот. Вес мне набирать труднее. Поэтому удержаться в своем весе хотя бы. Да. Ясно. Как настраиваете спортсмена на соревнования с учетом такого плотного графика? Потому что, получается, сейчас вот завершились одни, в апреле уже другие, в мае следующие.
И такой, я понимаю, что до самого лета безостановочный, достаточно плотный график. И тренировок, и Ну, тренировка у нас обычно это как настройка, как идет. Максимум тренер всегда и спортсмен планирует максимальный результат. И тренер, например, уже вот юниорки уже как бы такой возраст, что все взрослые понимают, там уже сильно на него не напираешь, уже четко, ясно говоришь. Готовься. Какая рука впереди, какая нога впереди уже. Ну, настраиваешь на прием, на борьбу, на схват. То есть просто рекомендации. Да, технические. рекомендации. То есть уже сильная самомотивация. Да, самомотивация. Ну, когда уже маленький возраст, уже там сильнее, ну, уже психологическом этом уже сильнее надо с ними поработать. А уже вот взрослые, они уже сами уже через сколько соревнований прошли, и уже сами уже самостоятельно уже себя подтягивать начинают. Но мне кажется, для спортсмена всегда очень сложно. Ну, допустим, на тренировках можно поднять свою физическую выносливость, да, улучшить физическую форму, но очень много же зависит еще от психологического настроя. Да? Вот, Александра, вот о чем ты думаешь, когда выходишь на ковер? Когда я выхожу на ковер, я стараюсь расслабиться и сосредоточиться на задаче. Ну, подумать о тактических действиях, что можно сделать. Вот. Ну, когда выхожу на ковер, у меня все забывается. И тренер подсказывает, что мне делать. Кстати, во время поединка, например, вот идет схватка, да, спортсмен, вот всегда было тоже интересно, слышит ли он советы тренера? То есть там, мне кажется, со всех сторон и в колонках что-то звучит, и люди другие что-то подбадривают. Говорят, что нет, кстати. Слышишь ли ты тренера? Когда как. По-разному, да? Да, по-разному. Вот видите, там наработанное бывает, когда вот подсказываешь и машинально. Наработанная команда. команда. Да, машинально вот наработанные приемы, наработанные захваты. Когда ты подсказываешь, и спортсмен уже машинально уже начинает именно над этим работать. Над этим подсознательно слышишь. Да, подсознательно. То есть триггер такой включил. Ну, и так же, как при пошла. тренировках. То есть ты говоришь, и, допустим, для других непонятно, а это может быть какая-то отдельная часть команды, фразы. Да. И то есть и машинально спортсмен реагирует. Есть такое, да. Ну, а какие дальше вообще, какая конечная цель вот этого года, например, или этого сезона? Какие результаты добиться? Ну, везде выиграть? Везде, конечно. Максимальный результат. То, что мы планируем. И первенство России, и чемпионат России. И там дальше первенство мира, и дальше Европа, там мир по взрослым. Ким Кимович, вы являетесь старшим тренером сборной республики по женской борьбе. А вот, на ваш взгляд, вот есть какие-то различия между тренировками, допустим, женской сборной и, допустим, мужской? Ну, когда вот тренировочный процесс идет, ну, чисто в этом физиологическом, в этом все равно есть различия у нас. Все равно женский организм другой там. А так, тренировочный цикл мы все равно ставим, ну, как у ребят требуем, также требования такие же идут. И в физическом отношении, и в техническом отношении. Но физиология все равно у нас другая. Там знать надо тоже. Ну, спорт — это всегда цель, да? А вот что помимо спорта? Что тебе нравится? Чем успеваешь заниматься? Из спорта я занимаюсь чтением, провожу с близкими. Ну, то есть удается? Да, удается. Погулять, видеться с друзьями. Вот и все. Ты же такой нормальный подросток. Да, как и все. А как-то влияет спорт, допустим, на твои увлечения? Да нет. И мне... Может, какие-то книги читаешь, что про легенд спорта, там еще что-нибудь? Наоборот, вдохновляюсь, мотивации больше становится. Хочется работать дальше. А у тебя лично какие планы, ну, допустим, на ближайшее время? Ну, стать тренером в последующем, там, собрать свою команду или там... Я хочу еще побороться. То есть еще спортивная карьера? Да, добиться больших успехов. Во взрослых категориях? Да, во взрослых. Но мне кажется, у борцов достаточно такой продолжительный, да,
период, да, возможности период, состязаться они самим. могут состязаться. Вот в женской борьбе особенно сейчас очень много возрастных спортсменов. Сейчас и в чемпионатах России, и в чемпионатах мира, Европы выступают. До 40 лет бывает, там, до 35. И добивайся результатов высоких. Так что этот момент тоже есть у нас. Ну, от личности тоже зависит это. Кто-то замуж выходит, заканчивает, кто-то наоборот, после рождения ребенка родила, замуж вышла и начинает опять заново тренироваться. Но возрастных спортсменов много у нас. Ну, это очень радует, говорит о том, что мы увидим еще не один турнир с твоим участием. Желаем дальнейших побед, успехов в тренировках, ну и, конечно, здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Желаем успехов нашим спортсменам. Ну, дорогие друзья, на этой замечательной ноте мы завершаем наш сегодняшний утренний эфир. Напоминаем, что у нас сегодня среда, середина недели. Ну и, конечно, желаем вам хорошего, энергичного, рабочего, продуктивного дня. Ну и, конечно, побед. Конечно, мы завершаем эфир так. Пусть своих, но тоже небольших побед. И увидимся с вами вновь завтра в это же время на телеканалах Якутия 24 и НВК Саха. До новых встреч!